Во всех вузах и техникумах сегодня начали работать приемные комиссии, в том числе и в Северной Осетии. Приемная кампания продлится до 30 августа. Правила прежние. Одновременно подать документы можно в 5 вузов на 3 направления подготовки в каждом из них. Их можно принести лично, передать через доверенное лицо или отправить по почте заказным письмом. Некоторые учебные заведения принимают и в электронной форме. Результаты ЕГЭ предоставлять не нужно. Эту информацию вуз проверит сам. Подробнее обо всем расскажет Габриэла Гаглоева. Свои двери перед абитуриентами распахнул один из ведущих вузов республики – Северо-Осетинский государственный университет. В СУГУ 17 факультетов. Это 46 программ бакалавриата, 6 программ специалитета, 42 магистратуры и 1 для поступления в ординатуру. В этом году в вузе открыли и новые направления подготовки. Педагогическое образование с 2 профилями – информатика, математика, педагогическое образование с 2 профилями – иностранный язык, русский язык как иностранный язык, педагогическое образование, дошкольное образование, специальное дефектологическое образование, дефектология, специальное дефектологическое образование, логопедия и правоохранительная деятельность. Представители приемной комиссии говорят, по-прежнему самыми популярными среди абитуриентов остаются юридический и экономический факультеты. В этом году бюджетных мест в СУГУ 789, 602 места на обучение по программам бакалавриата, 20 по программам специалитета, 166 мест в магистратуру и 1 в ординатуру. Подать документы на поступление абитуриент может лично или отправить на электронную почту вуза. По количеству бюджетных мест не сильно отстает и Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Их в вузе в этом году 750. Всего же СК ГМИ готов принять 1500 студентов, включая магистратуру и аспирантуру. Здесь также есть новшество. С этого года в ГМИ принимают на программы среднего профессионального образования. Готовы предоставить для этого 100 мест на договорной основе. При вузе начинает работать колледж, и мы берем абитуриентов на базе 9 и 11 классов, значит, на программы среднего профессионального образования. Иными словами, в вузе дополнительно к программам высшего образования, после вузовского образования, программам магистратуры и так далее, добавляется еще и реализация программ среднего профессионального образования. В Северо-Осетинской медакадемии абитуриентов будут принимать на 5 факультетов. Это стоматологический, фармацевтический, педиатрия, лечебное и медико-профилактическое дело. В вузе, как и в прошлом году, 320 бюджетных мест и почти столько же коммерческих. Больше всего абитуриентов стремятся поступить на лечебный факультет. На 2-м месте педиатрия и стоматология. Проходной балл в этом году пока точно неизвестен. Проходной балл на бюджет в прошлом году на лечебный факультет был 215. На другие факультеты был гораздо ниже, и минимальный проходной балл где-то был 180. Это на медико-профилактическое дело, на фармацевтическое дело. Я думаю, в этом году приблизительно и такие же будут суммы баллов. Следует отметить, что наш вуз в этом плане один из самых демократичных в Российской Федерации. У нас самый низкий проходной балл. Кроме результатов ЕГЭ, для поступления на некоторые специальности абитуриентам придется пройти дополнительные испытания. Это в основном касается творческих факультетов. Результаты и приказы о зачислении по традиции будут размещены на информационных стендах в каждом из вузов. Габриэла Гаглоева, Алан Суанов, Александр Каджаев. Новости Осетии.